Здравствуйте, уважаемые учителя! Тема моей лекции – развитие исследовательских навыков учащихся. Актуальность идеи в том, что возрастает необходимость в компетенциях, которые позволят учащимся быть функционально грамотными. Цель – представить авторскую методику развития исследовательских навыков. Материалы основаны на анализе учебных планов и программ, постоянном мониторинге достижений учащихся, теоретическом осмыслении научных трудов и личном опыте развития исследовательских навыков. Ценность моей педагогической идеи в том, что учителя могут применить алгоритм так, чтобы творчески работать с каждым учащимся. Ожидаемый результат обучения. Учащиеся освоят цели и задачи исследовательской деятельности. Они смогут защищать позицию в научных спорах, аргументированно доказывать ее и, конечно, освоят научный исследовательский подход к познанию мира. Признанные педагогические подходы, концепция Выгодского о социальной ситуации развития, концепция Рубинштейна о необходимости и значении активной деятельности, концепция Райча и Дечи о самодетерминации, внутренней мотивации обучения. Приступим к материалам. Я рекомендую вам проводить развитие исследовательских навыков в течение года. Первый этап – это постановка проблемы. Мои рекомендации – не давайте учащимся готовых формулировок проблем. Лучше научите их в ходе парного или группового исследования. Для быстрого понимания учащимися разделите их на аудиалов, визуалов и кинестетиков. Аудиалам предложите тексты с противоречивой информацией. Визуалам предложите картинки с проблемными ситуациями. Кинестетикам предложите смоделировать ситуацию. Например, смоделируйте ситуацию в лаборатории ученого, который занимается созданием искусственного интеллекта будущего. Результаты своих исследований учащиеся смогут отразить в жанре дневника ученого. На втором этапе обучайте построению гипотез. Мои рекомендации. Гипотеза – предположение – очень сложное понятие для учащихся, поэтому постарайтесь подготовить различные схемы, избирая тему науки и жизни. Вам поможет прием развития критического мышления «Дерево предсказаний». Например, вы можете предложить учащимся начало текста или сюжет книги, спросив их, каковы ваши предположения. Свои предположения учащиеся могут оформить в виде эссе, аргументируя и защищая свою позицию. Третий этап – самый интересный – методы исследования. Мои рекомендации – изучите с учащимися все методы исследования, но остановитесь на двух – дедукция и индукция, потому что они соответствуют двум типам построения текста – от общего к частному и от частного к общему. Вы можете интегрироваться с учителями естественных дисциплин и провести до урока реальные мини-эксперименты. Например, предложите учащимся определить по анализу следа от ботинка или по анализу слюны определить личность человека. Свои знания в области физики, химии, астрономии и так далее, биологии учащиеся смогут отразить на уроке в жанре детектива. Четвертый этап посвящен будет работе с источниками информации.
Мои рекомендации: выберите 2-3 источника, которые противоречат друг другу. Например, это может быть статья и не сплошной текст, и переписка на различных форумах. Учащиеся должны выявить противоречивую информацию, сформулировать свое отношение к ней и аргументировать его. Обратите внимание учащихся на такое понятие, как плагиат. Это очень важно, так как в дальнейшем они будут писать различные работы и должны уметь цитировать источники. Следующий этап посвящен тому, чтобы правильно выразить мнение и аргументировать его в научном споре. Мои рекомендации: не жалейте времени на организацию сократических споров. Вам поможет прием генераторы и критики идей. Учащиеся должны знать способы аргументации позиции и контраргументации. Генераторы идей собирают все факты, всю необходимую информацию, а критики идей рассматривают эти факты и отбирают самые нужные, аргументируя свою позицию. Эффективен прием составления аналогий, который иногда применяется в естественных науках для более точного и ясного понимания научных явлений. Учащиеся будут писать в конце убедительную речь, так что они применят знания о аргументах и контраргументах и включат знания, собранные факты. На последнем этапе учащихся ждет анализ и обобщение результатов. Мои рекомендации: не давайте учащимся задания «проанализируйте». Это слишком общие слова. Вы можете предложить учащимся свод-анализ или прием мозаика. Учащиеся получают в группе каждый свое задание. Затем они объединяются с участниками других групп, у которых такое же задание. Они собирают факты, анализируют. Предложите учащимся сделать инфографику и описать ее. Это современно. Затем они возвращаются в свои группы и представляют результаты анализа другим учащимся. Задания учат анализировать, обобщать материал. Учащиеся будут писать в конце статью. Обратите внимание на четкую структуру статьи: проблема, цель, исследование, вывод. В часть исследования учащиеся смогут включить инфографику и описание этой инфографики. Уважаемые учителя, если вы будете включать в свои уроки задания исследовательского характера, процесс обучения станет увлекательным. Постепенно, в течение года, учащиеся получат необходимые знания о порядке проведения исследования. Эти задания помогут вам разнообразить подходы в обучении, создать современную образовательную среду. Данные подходы развивают исследовательские навыки, критическое мышление, когнитивную гибкость, умение работать в команде. Процесс исследования станет увлекательным, примет форму поиска активного. И, конечно, ваши учащиеся получат необходимые им в современной среде компетенции. Авторскую методику развития исследовательских навыков я обобщила в книге «Развитие исследовательских навыков учащихся», которая выпущена Центром педагогического мастерства НИШ, город Нур-Султан. Предлагаю вашему вниманию и советую вам мою методику.